В начале недели в Чеченской Республике стартовал первый республиканский открытый интернет-конкурс «Золотой сайт Ченета-2009». Учредителями проекта выступило Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации, информационное агентство «Грозный-Информ» и интернет-портал chechnya-today.com. По словам организаторов, подобный конкурс в Чеченской Республике проводится впервые, и это отличный шанс заявить о себе всем веб-мастерам с пропиской в Ченете. Как сказано в положении конкурса, его основная цель – привлечение внимания государственных и общественных организаций, бизнес-сообществ к развитию сети интернет в Чеченской Республике, а также использование возможностей сети как реального и эффективного инструмента для профессиональной работы, отдыха, социально-экономических преобразований и повышения информационной культуры общества. Одной из заявленных задач конкурса является не только развитие информационных сетей и поиск новых стратегий, методов использования интернет, но и расширение зоны сотрудничества республиканских интернет-пользователей с чеченскими диаспорами. Именно с этой целью сетевиками проводятся сборы и систематизация информации о чеченских ресурсах и сервисах, расположенных на территории Чеченской Республики и за ее пределами. Более того, ставится задача познакомить чеченских веб-мастеров с профессиональным мнением коллег, экспертов, журналистов и обозревателей с чеченским сегментом сети и оценками их творчества, что в последующем может дать повышение привлекательности чеченской зоны сети для инвесторов и рекламодателей. Мы сегодня наблюдаем за тем, как активно растет количество разнообразных интернет-ресурсов, как растет количество пользователей, и как раз таки организаторы пришли к выводу, что пришло время привлечь внимание к сайтам чеченского сегмента, повысить информационный уровень нашего общества и привлечь внимание к нашим сайтам, поскольку это очень важно. По словам руководителя оргкомитета конкурса министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаила Саралиева, проведение конкурса будет способствовать развитию и популяризации чеченских информационных ресурсов, повышению привлекательности чеченского сегмента интернет для инвесторов, а также сыграет положительную роль в расширении сотрудничества между республикой и многочисленными чеченскими диаспорами. Последний пункт внесен в положение не случайно. Развитие всемирной паутины, интернет позволит человеку, находящемуся вдалеке от родины, постоянно быть на связи, отслеживать политические и экономические изменения в Чеченской Республике. А конкурс по задумке организаторов позволит нашим соотечественникам повысить информационность о чеченском сегменте всемирной паутины и приобщиться к использованию чеченских интернет-ресурсов. Таким образом, они будут получать не искаженную информацию из третьих рук, а непосредственно из первоисточника, поддерживая связь с республикой. Более того, по мнению организаторов, конкурс может способствовать упорядочению чеченского сегмента сети и налаживанию взаимообмена информацией. В свое время получению максимума информации о жизни республики в значительной мере поспособствовала инициатива президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с выходом чеченской телерадиокомпании «Грозный» на спутниковое вещание. Теперь же, по-видимому, в Министерстве информации переходит на следующий уровень доступности информации из Чечни и уже в глобальной мировой паутине. Новости из первоисточника теперь можно смотреть, находясь практически на любом конце света и не только в режиме спутникового вещания. Чеченские диаспоры могут отслеживать культурную сторону развития в регионе, смотреть передачи о национальных традициях и обычаях чеченцев, о духовно-нравственном воспитании посредством сети интернет. Надеются организаторы и на то, что правильное и достоверное видео и оперативная информация из республики и о республике сможет решить и проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и противостоять распространению во всемирной паутине идеологии ваххабизма и экстремизма. Эта задача также стоит перед чеченским обществом. Так, 17 июня текущего года президент Рамзан Кадыров с целью противодействия распространению идеологии ваххабизма через интернет и другие технологии поручил Центру духовно-нравственного воспитания и развития заняться подготовкой специалистов для разъяснительной работы с молодежью, потенциальными пользователями. По словам Кадырова, сегодня экстремизм и ваххабизм, учитывая, что до 80% молодежной аудитории пользуется интернет-ресурсами, распространяет свою заразу не через телеканалы или печатную прессу, а именно через интернет. Как бы там ни было, ясно, что интернет может стать не только неиссякаемым источником знаний, но и мощным средством информационной войны. Hiszen de nincs. Csak kell
Несмотря на то, что конкурс был объявлен всего несколько дней назад, он уже получил широкую известность и заинтересованность со стороны чеченских вебмастеров. Так, на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе уже подали более 40 интернет-ресурсов, среди них как государственные, так и частные веб-сайты. Сам конкурс будет проходить в 6 номинациях: лучший веб-ресурс органа власти, лучший информационный интернет-проект, лучший развлекательный проект, лучший персональный сайт или блог, мультимедийный ресурс и дизайнерское решение интернет-проекта. По результатам всех 6 номинаций будет определен главный победитель конкурса, которому и будет вручен гран-при. Победителей ожидают многочисленные призы, подарки и дипломы. При подведении итогов будет учитываться и общественное мнение. Так, организаторами предусмотрено и народное голосование. Желающие проголосовать за тот или иной сайт могут это сделать уже сейчас. Более того, любой пользователь сети имеет возможность оставить свой комментарий к тому или иному проекту. Для этого достаточно зайти на специальную страничку chechnyagold.com. Информационными партнерами конкурса являются как республиканские электронные и печатные СМИ, так и интернет-портал ведущих экспертов и политиков России и стран СНГ Кремль.орг. Прием конкурсных работ продлится до 1 февраля 2010 года, а торжественная церемония награждения победителей финала конкурса состоится в конце марта. Есть оргкомитет, специальный оргкомитет конкурса под председательством министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политики, печати и информации Шамсаила Саралиева, куда входят высококвалифицированные специалисты из этой отрасли, представители как самих организаторов конкурса, так и привлеченные со стороны, причем как из нашей республики, так и из федерального центра. То есть есть, например, шеф-редактор интернет-портала Кремль.орг, которые также выступили и информационным партнером данного конкурса, что, естественно, не может нас не радовать. Присутствует в конкурсе и идеологический момент. Так, главное требование к его участникам, чтобы ресурс относился к чеченскому сегменту сети интернет, не проповедовал экстремизм, религиозную, национальную или политическую нетерпимость и соответствовал духовно-нравственным нормам и принципам чеченского общества. Организаторами уже заявлено, что к участию в нем не допускаются сайты, которые проповедуют экстремизм, содержат публикации и высказывания, оскорбляющие чью-либо честь и достоинство. В избежание этого его оргкомиссия систематически проводит анализ представленного веб-ресурса. К слову, этот анализ уже дает положительные результаты. Так, прежде чем принять заявку от нового участника, конкурсная комиссия изучает данный ресурс и в случае обнаружения каких-то моментов, противоречащих положению о конкурсе, помогает решать их. В другом случае подсказывает, как сделать сайт наиболее привлекательным для пользователей. Главный эффект, который удается достичь в итоге, это качественный ресурс с качественной и, главное, достоверной информацией. Несмотря на то, что прошло всего несколько дней, пользователи уже ощутили разницу до и после. Так, с момента объявления конкурса со многих сайтов исчезли материалы сомнительного содержания и качества. Кстати, именно с этими же целями ровно год назад Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации запустило свой интернет-проект «Чечня Today». Официальный ресурс тогда создавался специально в противовес всем недобросовестным веб-ресурсам, на которых размещались материалы низкопробного и сомнительного качества. Наряду с другими чеченскими интернет-ресурсами, данный сайт сегодня уже стал средством пропаганды сегодняшней действительности в Чеченской Республике. На нем транслируются новости местных телеканалов и видеоролики о жизни современной республики. Безусловно, что проведение конкурса – это новый шаг в популяризации чеченских ресурсов. При правильном обращении интернет может стать не только надежным инструментом общения и налаживания контактов, но и неиссякаемым источником знаний и важным условием формирования личности. А потому мы надеемся, что в будущем именно чеченский сегмент сети интернет станет намного чище и правильнее, и вне всякого сомнения этому может поспособствовать объявленный конкурс.